Мы продолжаем знакомить вас с работой благотворительного фонда «Русфонд». В рубрике «Поможем всем миром» история маленького Магомеда Гаджимурадова из поселка Максагалох Хангаласского улуса. Ему требуется помощь. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. В семье Эльмара и Шахлы Гаджимурадовых трое детей. Старший сын Нариман, дочка Нарима и младший Магомед. Самому младшенькому выпала нелегкая доля. С рождения он страдает тяжелой формой детского церебрального паралича. Врачи уговаривали мать оставить ребенка, но Шахла твердо настояла на том, что никогда не бросит родную кровиночку. Перед родом у меня дочка упала с балкона. Да, я сильный стресс получила. И в обморок упал. Потом говорит, может, поэтому ребенок вот такой. Потом, клинический смерть получился у нее. 7 суток искусственное дыхание осталось на животе. Потом как-то дышать, и сердце бить началось, но переливание крови и мозга у нее получилось. Отец семейства Эльмар работает простым строителем. Мать Шахла сидит по уходу за ребенком. Старшие дети учатся в школе. За Магомедом нужен круглосуточный присмотр. Он буквально живет на руках матери. Чтобы хоть как-то дать матери отдохнуть, после школы Нариман и Нарима нянчатся с младшим братиком и мечтает, что он когда-нибудь выздоровеет. Я когда гуляю, вижу другие братики, соседние, там они все ходят, бегают. Я тоже хочу, потому что мой брат тоже так мог бегать, прыгать и сказал, и что-то мог говорить. Я хочу, чтобы он разные предметы на руки брал, научился сам сидеть, не плакал, успокоился, в школу ходил, отличником был. У маленького Магомеда есть шанс жить более полноценной жизнью. Родители нашли в Москве клинику, где можно пройти курс восстановительного лечения, но для этого нужны средства, а доходов отца семейства Эльмара едва хватает, чтобы содержать семью. Говорят, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир, а весь мир мальчика Магомеда сейчас зависит от скорейшего курса реабилитации. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский улус.